Эти ребята – настоящие самородки из сельской глубинки. Учащиеся обычной средней школы из села Танайка Елабужского района создали интерактивную компьютерную игру. Молодые айтишники уверяют, что их разработка увлекательна, не имеет возрастных ограничений и абсолютно безопасна и даже в чем-то полезна для детей. Игра приучает моторике рук, соответственно, реакцию развивает, и также она помогает думать быстрее. В этом году Танайская сельская школа вошла в приоритетный национальный проект образования. Обычная средняя школа получит свыше $500 000 рублей на капитальный ремонт и еще $1,5 миллиона на обновление материально-технической базы. Директор школы уверен, что такие средства в общеобразовательные учреждения не поступали со дня его открытия. И теперь каждый вложенный рубль окупится с лихвой. Войдя в этот проект, мы повысим статус нашей школы. Мы не будем выделяться от городских школ, так как мы обновим материально-техническую базу. Да, нам придет 3D-принтер. У нас будет шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, цифровая техника. Мы несказанно рады. Ребята уже наши готовы работать в этом направлении. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» наш проект называется «Промышленный туризм Прикамья». И с этими детьми будет проводиться экскурсия на предприятия города Елабуги, свободной экономической зоны в частности, и другие предприятия Елабужского района. Наш колледж в 2007 году вступил в нацпроект образования. По нему мы получили достаточно много оборудования, передового на то время. В 2013 году, когда началось движение WorldSkills, мы вступили в это движение. Студенты нашего колледжа на республике взяли 2 первых места, 3 вторых места, 2 третьих места. Национальный проект образования, по сути, это программа по повышению качества образования в стране. Он реализуется под контролем президента России уже с 2005 года. За эти годы деньги в регионы из федерального бюджета поступали ежегодно. По всей стране строились новые детские сады, школы, спортивные комплексы, обновлялась материально-техническая база, учителя повышали свою квалификацию. Только в этом году по всей России и только на приоритетный проект образования будет выделено около 800 миллиардов рублей. Какая-то школа большая, какая-то маленькая. И в маленькой школе маленькое финансирование, поэтому эти дети, которые живут в каком-то районе малонаселенном и обучаются в маленькой школе с маленькими знаниями, они в этом не виноваты. Они должны иметь такие же возможности, как и другие дети, которые живут совсем в другой местности. Опыт школьной мировой практики показывает, что без государственной поддержки такое развитие невозможно. Мне довелось бывать и в Германии, и в Италии, и в ряде других стран. Везде государство оказывает поддержку образовательным учреждениям. Сегодня у нас в классе 4 педагога, не один. Это учитель, это сам ребенок, поскольку мы сами говорим, что, пожалуйста, тьюторство, мы говорим самонаблюдение, самооценка. Значит, это 2-й педагог, 3-й педагог. И это вот оно, образовательное пространство. Значит, мы начинаем с архитектуры здания. Детям хочется, чтобы пахло хорошо, чтобы краски были яркие. И в этом смысле это только заслуга государства сделать школу привлекательным зданием. Сейчас осуществляется точечная поддержка, и это правильно. Я регулярно работаю в Сириусе с одаренными детьми на литературной смене. И хочу сказать, что это такой рассадник талантов. И я очень рада, что в Казани и в Елабуге есть такие очень важные источники творческого развития детей и педагогов. Я считаю, что это очень важно. В рамках федерального проекта к концу 2019 года в Татарстане будет построено 29 детских садов. Соответственно, будет создано 6220 мест для детей дошкольного возраста. По программе «Современная школа» идет строительство 2 новых школ в Казани. Проект также предполагает обновление материально-технической базы 97 сельских школ. В 32 образовательные организации будут направлены средства на обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения. Благодаря приоритетному национальному проекту будут отремонтированы 6 спортивных залов в школах Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Заинского, Кайбицкого и Нурлатского районов. Мы получим филиал Сириуса в нашей республике на базе Республиканского олимпиадного центра. Мы целый комплекс развернем.
Новые современные комплексы полилингвального образования, строительство которых уже полным ходом идет в республике, проект республиканского значения. Но уже получил одобрение и поддержку со стороны федерального центра. Уже известно, что реализация этого глобального проекта будет проходить с участием федеральных средств. А это строительство 6 новых образовательных комплексов, состоящих из школы и детских садов, где будет внедряться система полилингвального образования. 2 комплекса будут расположены в Казани и по одному в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Мы уже видели в законе о бюджете, в изменениях, где эта сумма уже для первого комплекса, она в размере 345 миллионов рублей с федеральной стороны прописана на этот год, поэтому это уже реальное воплощение наших договоренностей. Соответственно, и со стороны Республики Татарстан, республиканского бюджета такая же сумма будет выделена, таковы условия соглашения, и я надеюсь, что и на следующий год примерно в таких же размерах будут выделены средства и с той, и с другой стороны. Начиная, включаем мы все детские сады, значит, дошкольное образование, единая программа будет, единая программа, подготовка кадров. Хорошо, что сейчас в Госдуму внесли законопроект, об этом мы давно говорили, при нехватке кадров, почему старшеклассникам не давать возможность, особенно по иностранным языкам, пусть начинают преподавать. Там так и так им нужна практика. Если мы расширяем штатную сетку, то, конечно же, нам нужны будут дополнительные кадры по именно со знанием английского языка и татарского. Это не только педагоги? Это не только педагоги, это лингвисты. В детском саде номер 39 в Елабуге уже несколько лет работают группы, где ведется углубленное изучение английского и татарского языков. Это учреждение уже вошло в полилингвальный комплекс и сегодня реализует современную концепцию. Из окон этого детского сада даже в такой дождливый летний день можно следить за ходом строительства головного учреждения – полилингвальной школы, куда, как и предполагается, и пойдут в 1 класс выпускники. По всей видимости, меняется не только наше обычное понимание, что такое образовательное учреждение, но и сама система претерпевает изменения. Все понимают, что современная школа должна отвечать современным тенденциям, новым запросам современной жизни. Ильзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней.